Продолжит наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В селе Бязькёль большое новоселье. Более 30 жилых домов, включая хозпостройки, сданы в срок. Капсагай и вольная борьба. Такие спортивные секции появились в Ленске, и посетить их можно абсолютно бесплатно. Перепись стартовала. Переписчики отправились по квартирам и домам. Как отличить переписчика от простого прохожего? Все 34 дома ввели в эксплуатацию в селе Бязькёль горного района. Жители празднуют большое новоселье. Задача, поставленная главой республики Айсеном Николаевым в начале августа, а после пожара в микрорайоне Кескил, выполнена в срок. Сегодня ключи вручили 14 семьям. Погорельцам не только восстановили жилье, но и надворные постройки, а также поголовье скота. Кроме того, возведен и уже функционирует животноводческий комплекс. Помимо жилья восстановлено и улучшено качество уличной дорожной сети, работы по водоотведению, проезды каждому жилому дому. Проведена большая работа по восстановлению и реконструкции сетей газоснабжения, электроснабжения. И сегодня 33 дома подключены к высокоскоростному интернету. Была проведена масштабная работа по строительству сетей оптоволокна. Это, наверное, такой первый опыт проведения таких работ. Началось образование устойчивого льда на реке Лени у Покровска и Якутска, передает УГМС. На участке Покровск-Якутск в сроки, близкие к норме, началось устойчивое ледообразование. Также на неделю позже нормы лед образуется в нижнем течении гидропоста Кюсюр, говорится в сообщении. В Ленском и Алекнинском районах идет шугоход различной интенсивности, за исключением гидропоста Нюя, где наблюдают забереги. Отмечается, что в ближайшие сутки двое там также ожидается устойчивое ледообразование. Кроме того, ледяная шуга нарастает на всем протяжении реки Алдан. Далее к эпидобстановке. Еще 252 человека заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина. 126 случаев заболевания выявили в Якутске, по 12 в Алданском, Мегино-Кангаласском и Намском районах, по 8 в Вилюйском, Нюрбинском, Татинском и Чурапчинском. От 1 до 7 случаев заражения в 14 районах. В медицинских организациях в тяжелом состоянии находятся 186 человек. Еще раз обращаю ваше внимание, что с 20 числа вход во все культурные учреждения города Якутска осуществляется посредством QR-кодов. QR-коды дают возможность, являются пропуском, по сути дела, пропуск для того, чтобы заходить в те учреждения, которые работают у нас на территории республики. QR-коды имеют граждане, которые прошли вакцинацию, либо переболели. В Хангаласском районе строят здание скорой помощи. В городе Покровске работы ведет компания «Сибстрой» по финансовому лизингу. То есть заключен договор с Хангаласской районной больницей на 3 года. В течение этого периода медучреждение за счет средств ОМС вносит платежи согласно утвержденному плану. По проекту новое здание скорой помощи должно быть двухэтажным, общая площадь 80 квадратных метров. Стоимость строительства 12 миллионов рублей. В данном году, в сентябре этого года, в нашем районе начато строительство здания скорой медицинской помощи. Здание строится по лизингу компании ООО «Сибтранстрой». В здании будет располагаться гараж на 2 машины и на 2-м этаже пульт. На этой неделе ожидается поставка материалов по внутренней отделке здания. И до декабря, срок у нас до декабря, ожидается уже ввод здания в эксплуатацию. В День матери и отца республиканский перинатальный центр осчастливил 13 семей. Накануне в родильном отделении появились на свет 7 мальчиков и 6 девочек. При выписке по случаю рождения в День матери роженицы получат подарки от перинатального центра. В
В целом, в текущем году Республиканская клиническая больница приняла более 4200 родов, а за весь прошлый год в центре родились 6100 детей. В родильном отделении перинатального центра трудятся 23 акушерки. В одной смене дежурят 5 специалистов-акушеров. Самые первые роды – это шок, что я никогда в жизни сама не буду рожать. Такое ощущение было. А потом втягиваешься, и это вот появление, это же, как говорится, таинство, да? И, конечно, я была в шоке, но от этой ситуации, это тяжело, трудно, двойная ответственность получается. Как говорят, призвание, оно и есть призвание. Я помню в детстве, оказывается, потом же говорят же психологи, детей смотрите до скольких-то лет, во что они играют. И мы всегда почему-то в роддоме играли. И я потом это сама со своим ребенком осознала, оказывается, изначально я всегда была акушеркой. Родопринимаешь там? Кукол, не кукол, типа вот это. Скорее всего, это и есть призвание. Во-первых, найти контакт, разговорить женщину, чтобы она начала тебе доверять. Что вот этот процесс зависит от тебя, как ты настроишь женщину, потому что ты же даешь женщинам ощущение безопасности к успешным, здоровым родам, чтобы ребенок появился здоровый, и с женщиной, чтобы все было в порядке. Завершают обустройство дороги НАМ на участке Жатай, Тулагина-Кильдямский наслег. Работы идут с опережением графика. Об этом сегодня сообщили в Управлении автомобильных дорог Республики. На большей части автодороги уложили второй слой асфальта. Осталось дело за малым. Начали прокладку электрокабеля, чтобы подключить освещение. А в ближайшие дни начнется обустройство ограждений. Объект полностью планируют сдать в следующем году. В настоящий момент нами реализуется реконструкция объекта автомобильной дороги НАМ на участке километра 11, километр 18, протяженностью 7,2 километра. Объект у нас разделен на два этапа. Первый этап – это протяженность 3,3 километра и второй этап – 3,8. В настоящий момент подрядчиком заасфальтирован первый этап полностью и проводятся работы по установке опор освещения. И думаем, что до конца года полностью закончим эти работы. По планам объект должен был сдаться в 2023 году, но исходя из мощности подрядной организации ЗАО «Дороги Саха» было принято решение о завершении работы уже в следующем году, в 2022 году. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в следующем году вырастет до 31 200 рублей. Увеличится и минимальная сумма выплаты по уходу за первым ребенком на 5,8%. Таким образом, минимальное пособие составит почти 8 тысяч рублей. Индексация выплат по уходу за ребенком начнется с 1 февраля. Отметим, что в текущем году минимальный размер пособия при родах составляет 58 800 рублей, а максимальный – 340 800 рублей. Хапсагай и вольная борьба. Такие спортивные секции появились в Ленске. Их посещают как дети, так и взрослые, причем совершенно бесплатно. Новые направления – результат плодотворной работы спорткомитета Ленского района. Он культивирует 19 различных видов спорта. На тренировке побывала Анна Кожевникова. Прежде чем познакомиться с элементами вольной борьбы, маленькие спортсмены выполняют упражнения для общей физической подготовки. Только потом знакомятся с приемами. На ковре будущие чемпионы. И то, что это действительно так, сомнений нет. Ведь тому, с каким упорством и рвением занимаются маленькие борцы, позавидует любой взрослый спортсмен. В Ленске появились две новых спортивных секции – вольная борьба и хапсагай. Занятия проходят в спортзале «Карат» в микрорайоне Северный. В секции «Вольная борьба» 3 группы детей, а вот хапсагаем занимаются даже взрослые. Много взрослых, около 20 человек, а детишек больше 30, где-то 40. Здесь, можно сказать, качество, как сказать, быстрота, ловкость и сила. Вот и все в вольной борьбе. А по хапсагаю тоже так же. Хапсагай и вольная борьба – схожие виды боевых искусств, но все же есть и отличия. В национальном виде спорта используется оригинальная техника исполнения проходов в ноги и бросков через грудь – халбарыи по-якутски. Многие приемы соединены в многоступенчатые комбинации. Распространены такие, как сваливание соперника захватом головы и ноги – тюрген и передняя подсечка – халбарыян-тебии.
целом спорт в Ленске на высоком уровне. И дети, и взрослые могут попробовать себя в 19 различных направлениях. Ну, у нас в муниципальном казенном учреждении Комитет по физической культуре и спорту культивируется 19 видов спорта. Это игровые виды спорта, единоборство, настольный теннис, фитнес-аэробика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг. По решению главы нашего района все наши секции, все пункты проката у нас работают абсолютно на бесплатной основе. И если в сложившейся эпидемиологической обстановке массовые мероприятия сегодня под запретом, то свободное посещение спортзалов и секций пока не отменялось. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Заработали стационарные участки и переписи населения. С сегодняшнего дня переписчики начали ходить по домам. Напомним, всероссийская перепись населения стартовала 15 октября на прошлой неделе. Жители страны получили возможность самостоятельно пройти процедуру на портале государственных услуг. Ну а сегодня в зданиях Почты России, кассах Энергосбыта и офисах МФЦ открылись стационарные участки. Всего по Якутии работают более 100 пунктов для переписи. Республика разделена на 276 переписных участков. По адресам начнут обход порядка 2000 человек. Красно-синий шарф, голубая жилетка, темная синяя сумка с символикой всероссийской переписи населения и планшет. Такие отличительные черты переписчика. Переписчик прописывает с помощью планшета, прописывает по факту проживания, никаких документов не требуется. Там вопросы могут быть самые элементарные, простые. Национальность может там, каким языком владеет, сколько человек проживает в семье и так далее. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.